О профессиях мечтаю, хоть еще совсем мала. В мыслях думаю, гадаю, кем же буду взрослой я. Световодом, может, стану, и врачом неплохо быть, или учителем, как мама, чтоб детей добру учить. Ладно, хватит, размечталась, долго мне еще расти. Я пока не наигралась, куклы ждут, пора идти. Здравствуйте, ребята! Меня зовут Автандил Арстамбекович, и я учитель русского языка. Я рад снова встретиться с вами. Ребята, я начал урок с небольшого стихотворения. Как маленькая девочка мечтает, кем будет, когда станет взрослой. Я произнес слово «мечтает». Запомним. А теперь посмотрите на рисунок. Что мы видим? Как кошка и ребенок смотрят на рыбку в аквариуме. Как вы думаете, о чем думает кошка? А мальчик о чем мечтает? Об этом мы узнаем позже. Я произнес еще раз слово «мечтает». Итак, тема нашего урока – наши мечты. Сегодня на уроке мы узнаем, как называть лицо или предмет, о котором говорят, думают. Научимся употреблять имена существительные в предложенном падеже для обозначения лица или предмета, о котором говорят, думают. Поговорим о мечтах. Но прежде, ребята, мы познакомимся с новыми словами. Прочитаем слова. Обратите внимание на ударение. Мечтать. Спорить. Давайте вместе попробуем понять значение новых слов на примере картинок и предложений. Мечтать. Думать о своих желаниях, о том, что вы хотите. Например, мальчик мечтает стать космонавтом. Девушка мечтает о путешествии. Спорить – это не соглашаться друг с другом. Например, мальчик и девочка спорят. А теперь, ребята, повторите за мной новые слова и старайтесь произносить их правильно. Мечтать. Спорить. Ребята, сегодня мы будем много использовать вопросы о ком, о чем. А с этими вопросами часто встречаются несколько глаголов. Среди них рассказывать и разговаривать. Давайте посмотрим, как употребляется слово «рассказывать» и как употребляется слово «разговаривать». Посмотрите на экран. Рассказывать кому? Маме о новой учительнице. Бабушка рассказывает кому? Внуку сказку. Разговаривать с кем? С друзьями о новом фильме. Ребята, разница в том, что после слова «рассказывать» слова отвечают на вопрос «кому?». А после слова «разговаривать» слова отвечают на вопрос «с кем?». Теперь закрепим наши знания в упражнении, где надо в предложении употребить глаголы «рассказывать» или «разговаривать». И не забываем про окончание. Я всегда рассказываю кому? Родителям о своих оценках.
Мы с Маратом поссорились и теперь не разговариваем. С кем? Друг с другом. Наша старая соседка любит рассказывать. Кому? Всем о своем здоровье. Мне нравится, когда дедушка рассказывает кому? Мне о своей молодости. На перемене мы с одноклассниками разговаривали. О чем? О походе. А теперь аудирование. Вы слушаете текст, слушаете его внимательно, потому что на экране вы видите вопросы, на которые нужно найти ответ. Ну что, готовы? Тогда поехали. О чем любят говорить мальчишки? О чем любят говорить девчонки? О чем любят говорить взрослые? Однажды после уроков Рустам и Аня шли домой вместе и разговаривали. Аня вдруг спросила: Рустам, а о чем любят говорить мальчишки? О разном. ответил Рустам. Мы часто спорим о спорте, особенно о футболе. Иногда говорим о школе, о маме и папе, сестре или брате. Мы любим рассказывать о новых фильмах, говорим об играх, о друзьях, о девчонке. Тоже о разном. Сказала Аня. Мы можем разговаривать о родителях, о новых игрушках, куклах. Я люблю говорить о кино и мультфильмах. Родителям я рассказываю о школе, об учителях и о моей школьной подруге. Да, столько интересного вокруг. А взрослые почему-то любят говорить о погоде. Нашли ответы на вопросы? Проверьте и сравните ответы. Если все правильно, то вы молодцы. О чем любят говорить мальчишки? Мальчишки любят говорить о спорте, о футболе, о школе, о маме и папе, сестре или брате, о фильмах, об играх, о друзьях. О чем любят говорить девчонки? Девчонки любят говорить о родителях, об игрушках, о куклах, о кино и мультфильмах, о школе, об учителях, о подруге. О чем любят говорить взрослые? Взрослые любят говорить о погоде. Теперь вы видите на экране этот текст. Читаем его внимательно. Обратите внимание на выделенные слова. Найдите глаголы, связанные с этими словами. Эти выделенные слова вместе с глаголами я выписал отдельно на слайд. Посмотрите на экран. Найдите, где существительные обозначают человека, а где предмет, о котором говорят. И правильно поставьте вопрос о ком или о чем. Спорим о спорте, о футболе. Говорим о школе, о маме и папе, сестре или брате. Рассказываем о фильмах, об играх, о друзьях. Разговариваем о родителях, об игрушках, о куклах. Говорим о кино и мультфильмах. Рассказываем о школе, об учителях, о подруге. Говорят о погоде. Ну что,
Разделили? Тогда проверяем. Обозначение человека отвечает на вопрос о ком? О маме, о папе, о сестре, о брате, о друзьях, о родителях, об учителях, о подруге. Обозначение предмета отвечает на вопрос о чем? О спорте, о футболе, о школе, о фильмах, об играх, об игрушках, о куклах, о кино и мультфильмах, о погоде. Все правильно сделали? А если нет, то исправляйте. Ребята, как вы думаете, в каком падеже стоят существительные? Эти существительные обозначают лицо или предмет, о котором говорят и рассказывают. И в тексте они стоят в предложном падеже. Ребята, какие предлоги с ними используются? По таблице мы видим, что используются предлоги «о» и «об». Теперь, ребята, все, что вы узнали, можно показать в таком правиле. Чтобы назвать предмет или человека, о котором говорят, думают, мечтают, нужно задать вопрос о ком, о чем. И употребить имя существительное в предложном падеже с предлогом «о» или «об». И смотрим на таблицу окончаний существительных в предложном падеже. Вы видите окончания существительных в предложном падеже. Предложный падеж отвечает на вопросы о ком, о чем. В единственном числе окончания. Первое склонение обычно «е», например, о картине. Второе склонение обычно «е», например, о цирке, об облаке. Третье склонение «и», например, о степи. Во множественном числе окончания «ах» и «ях», например, о картинах, о цирках, об облаках, о степях. Я надеюсь, вам понятна эта таблица, ведь с помощью этой таблицы будем выполнять следующие задания. Найдите слова, которые называют предмет или лицо, о котором говорят, думают и другое. То есть найти слова в предложном падеже и определите окончание. Выполнили? Давайте проверим. Туристы рассказывали о рисунках в Саймалу-Таше. Гости спрашивали о памятнике. Учитель рассказал о случае на уроке. Ребята говорили о помощи ветерану войны. Отец написал в письме о брате. Теперь выполним еще два задания, связанных с употреблением предложного падежа.
Выполнили? Проверьте. Мои бабушка и дедушка мечтают о доме в деревне. Друг рассказывает об Иссыкуле. Мама спрашивает сына об оценках. В газете писали об известном кыргызском спортсмене. В следующем задании попробуйте ответить на вопросы, используя слова из правого столбика. Смотрите образец. И не забываем об окончаниях. Образец. О чем ты рассказываешь? Я рассказываю о фильме. Ну что, успели ответить на вопросы? Тогда проверяем. О чем пишет твоя подруга? Моя подруга пишет о Бишкеке. О чем попросила соседка? Соседка попросила о помощи. О чем вспоминали туристы? Туристы вспоминали о путешествии. О ком рассказал Болот? Болот рассказал об Айнуре. Если вы правильно выполнили задание, то вы большие молодцы. А теперь работа на понимание текста. Вы видите на экране текст. Прочитайте внимательно, а потом ответим на вопросы и выполним ряд заданий. Первая часть. На уроке была контрольная работа. Леша написал ее быстрее всех и ждал звонка с урока. Сначала он начал думать, во что бы превратиться. Но в голову ничего интересного не приходило. Тогда он стал смотреть в окно и мечтать. Он увидел самолет и начал мечтать о самолете. Если у меня будет самолет, я буду прилетать на нем в школу. Потом он увидел птицу и стал мечтать о попугае. Если у меня будет попугай, я научу его говорить. Ответьте на вопросы. Почему Леша мечтал на уроке? Потому что Леша быстрее всех написал контрольную работу. Когда Леша увидел самолет, о чем начал мечтать? Леша начал мечтать о самолете. Когда он увидел птицу, о чем стал мечтать? Леша стал мечтать о попугае. Давайте посмотрим, чем закончилась эта история. Потом он увидел облако и захотел полетать на облаке. Потом он думал о футбольном мяче, о рыжем котенке, о цирке, о каникулах, о картине, которую хотел нарисовать, о конфете, которая лежала в кармане. Много о чем. А потом он заметил, что уже все ребята закончили писать контрольную работу. Тогда он превратился в школьный звонок и дал звонок с урока. Ответьте на вопросы второй части. Потом о чем думал Леша? Потом Леша думал об облаке, о мяче, о котенке, о цирке, о каникулах, о картине, о конфете. Что заметил Леша? Леша заметил, что все ребята закончили писать контрольную работу. Во что он превратился в конце? Леша в конце превратился в школьный звонок.
А теперь прочитайте предложение и вставьте в слова окончание. Я надеюсь, вы правильно вставите окончание. Он увидел самолет и начал мечтать о самолете. Потом он увидел птицу и стал мечтать о попугае. Потом он думал о футбольном мяче, о рыжем котенке, о цирке, о картине. А теперь, ребята, рассмотрите рисунки на экране. О чем мечтают эти люди? И не забываем про окончание в предложном падеже. Девочка мечтает о платье. Мальчик мечтает о машине. Другой мальчик мечтает о собаке. Студент мечтает о ноутбуке. Девушка мечтает о солнце. Девушка мечтает об отдыхе на пляже. Ребята, посмотрите на рисунок, который мы видели в начале урока. Так о чем же мечтают кот и маленький мальчик? Послушайте стих, и вы узнаете ответ. Мечты у каждого свои. Глядят в аквариум друзья. Рыбешку трогать им нельзя. И потому малыш с котом мечтают каждый о своем. Малыш о рыбке золотой и о волне большой, морской, а кот хитрюга о еде, о рыбке на сковороде. Ребята, а какие у вас мечты? Я надеюсь, что после сегодняшнего урока вы сможете рассказать о них по-русски. А теперь подведем итоги нашего урока. Мы узнали, как называть лицо или предмет, о котором говорят, думают, используя имя существительное в предложном падеже. Научились употреблять имена существительные в предложном падеже для обозначения лица или предмета, о котором говорят и думают. Поговорили о мечтах. На сегодня все. С вами был Автандил Растамбекович. До свидания.